О мерах борьбы с разгулявшейся эпидемией гриппа и ОРВИ говорили на совещании в правительстве Северной Осетии. По словам министра здравоохранения Владимира Селиванова, больницы обеспечены всеми необходимыми лекарствами. К этому дню из-за гриппа на карантин закрыто 47 республиканских школ. В медицинских учреждениях на лечении находится около 50 человек, 4 в реанимации. Правительством рекомендовано отменить все спортивно-массовые мероприятия на время эпидемии. Медики также настоятельно рекомендуют не посещать места массового скопления людей. При появлении первых признаков гриппа специалисты советуют сразу обратиться к врачам и ни в коем случае не заниматься самолечением. В этом году вот эта 6-я неделя для нас оказалась такой роковой, что вырос тот самый уровень эпидемический в целом по республике, где-то порядка на 67% мы превысили эпидемический порог. Если рассматривать наш город Владикавказ, который является опорной базой для института по гриппу, то здесь уровень эпидемический поднялся где-то на 16%. В прошлом году у нас не было такого вот подъема. В этом году мы надеемся где-то вот 2 недели, вот так. Если учитывать опыт прошлых лет, я посмею такой прогноз вот вам сказать. В Горском аграрном университете состоялся круглый стол на тему «Осетия отвечает». Обсудить важные вопросы собрались представители власти, религиозные деятели и студенты вузов республики. Внимание всего мирового сообщества, в том числе и молодежи, обращено к Шарли Эбдо. Муфти Хаджмурат Гацалов считает, что Франция находится в сумеречном состоянии духовности. Он призвал молодежь к активной позиции, говорил о сильном гражданском обществе, где традиции нравственности и морали должны сохраняться. Участники круглого стола попытались ответить на вопрос, в чем истинный смысл трагедии в Париже и каковы пределы свободы слова. Для многоконфессиональной республики эта тема весьма актуальна. Я говорю конкретно об Осетии. Здесь непростая земля. Здесь тщательно много веков хранилась культура, традиции. И в таких местах остро чувствуется всегда что-то противоречащее. И мы сегодня это видим. Видим, что происходит и в Европе. Конечно, это провокации, конечно, это такие вот вызовы обществу и традиционности. И не случайно это в отношении религии, потому что религия сегодня выступает хранительницей традиций и нравственности. Финалистов региональной научно-практической конференции «Колмогоровские чтения» наградили в Североостинском госуниверситете. Конференция для талантливых школьников и учителей является ежегодной. За 10 лет работы в ней приняло участие более 500 учеников и более 200 учителей. В этом году одной из наиболее интересных секций стала робототехника. Это совершенно новая секция конференции. Победителей конкурса исследовательских работ наградили дипломами и памятными призами. Для многих участие в этой конференции – первый шаг в науку. Мы с друзьями, с моими коллегами уже решили написать сервис, который помогает находить информацию в вашем личном контенте. Почему мы задались этой проблемой? Решили написать такую программу. Мы посмотрели на свои стены ВКонтакте, в Фейсбуке, подумали, что очень много информации там теряется, мы не можем ее найти через год. И подумали, попробуем решить эту проблему через Google или Яндекс. Посмотрели, получилось, что не можем ничего найти, и решили написать собственный. Студенты СОГУ, имеющие выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях или являющиеся авторами открытий, получают президентскую стипендию, гранты и даже стажируются за границей. На сегодняшний день в университете 2 обладателя стипендии президента России. Это студенты 5-го курса юридического факультета Максим Джоев и Дарья Васильченко. Это студенты 5-го курса юридического факультета Максим Джоев и Дарья Васильченко. 3 дня назад ребята вернулись с конкурса по международному праву имени Филиппа Джессопа. Как говорят сами молодые специалисты, стипендия для них – это не только шанс улучшить свое материальное положение, но и дополнительный стимул. Помимо президентской стипендии в университете действуют ежегодные гранты. Одним из обладателей счастливого билета стал Георгий Собиев. Единовременная субсидия дала возможность студенту в течение 6 месяцев пройти стажировку в Чехии по программе Erasmus Mundus, однако, как показывает практика, у чешского студента нелегкие будни. В чем же заключаются основные отличия университетов Европы с нашими университетами? Система образования в университетах Европы основывается больше на самообразовании, самообучении. И как таковой преподаватели не могут дать тебе того, что ты можешь чему ты можешь сам обучиться.